4 основных элемента бизнеса и экономики. Как правило, экономическая система устанавливает принципы по 4 направлениям. Первое – определение приоритетов. Второе – распределение ресурсов. Третье – распределение дохода. Четвертое – развитие. Социализм и капитализм являются лишь экономическими системами. Они не устанавливают некий всеобъемлющий образ жизни, в то время как ислам – это не только экономика, это полный всесторонний образ жизни. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аль-яума акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лякумуль исляма дина». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Коран, сура 5, аят 3. Исламская экономика – это лишь одна из граней ислама, в то время как социализм и капитализм только из экономики и состоят. Несмотря на то, что капитализм и социализм отличаются друг от друга, именно экономическая система ислама является полной, всесторонней и совершенной, так как она исходит от того, кто совершенен, то есть от всемогущего Аллаха Субханаху ва Тааля. В социалистической системе все вышеуказанные 4 направления находятся под полным контролем государства. Каждый гражданин является его наемным работником. Государство само устанавливает текущие приоритеты и направляет поток денег и капитала в те области, которые оно само посчитало приоритетными. Если государство считает, что страна нуждается, скажем, в научных разработках, то оно направит все 4 элемента экономики для достижения целей, поставленных в области науки. Для развития этой отрасли государство выделит определенную долю ресурсов страны. Далее оно распределит трудовые ресурсы так, как того требует желаемая им цель, а также будет распределять доходы и прибыль между работниками по ставкам, которые оно сочтет уместными. Наконец, государство будет само определять то количество средств, что необходимо для дальнейшего развития этих проектов, и будет само реинвестировать в них полученные доходы. Иными словами, государство осуществляет тотальный контроль над всеми экономическими процессами, не оставляя обычным людям никакой возможности преуспеть своими силами в бизнесе. В капиталистической системе каждый гражданин обладает полной свободой. Ни ограничений, ни неких правил, препятствующих свободе торговли, со стороны государства нет. Каждый гражданин имеет возможность увеличить свое благосостояние с помощью предпринимательства. Это намного лучше того, что предлагает социализм. Однако и у этой системы есть свои недостатки. В капиталистической системе отсутствуют границы морали и этики в области торговли. Один человек может фактически закабалить в финансовые кандалы долгов целые массы людей, и они даже не смогут обратиться за помощью к своему государству. Исламская система сильно отличается от обеих рассмотренных систем. Она провозглашает ту же свободу торговли, что предлагается капитализмом, но при этом применяет ко всем видам сделок систему этических принципов. Эти принципы были предписаны Аллахом Субханаху ва Тааля, чтобы защитить интересы каждого человека и уберечь людей от финансового гнета и несправедливости. Ни одна система не сравнится с исламской по равноправию, справедливости, гуманности и нравственности. Красоту исламской системы бизнеса и торговли можно понять только глубоко изучив ее и сравнив с другими современными экономическими системами.